Всем сказали, носите маски, все стали носить маски. Во Франции умирает около 600 тысяч человек. Всем сказали, мойте руки, все моют руки. Сегодняшняя ситуация показала то, что как такового Европейского Союза его не существует. 20 тысяч заболевших, 30 тысяч заболевших. Никто, говорит, не хочет работать, никто не хочет учиться, вечерами собираются, там танцы, и, говорит, мы боимся, через 30-40 лет что будет. Приходится применять вот такие драконовские меры, но вот сами люди в этом тоже виноваты. Сейчас блогеров много, но почему вас выбрали? У вас очень качественный контент. Я убедился, что вы хорошо понимаете, разбираетесь в экономике, и хорошо знаете историю, и знаете изнутри ситуацию. Одни говорят, вот сегодня я получил, в Германии больницы пустые, на самом деле это кто-то раздувает, кому-то это выгодно, на самом деле никакого коронавируса нету, в больницах больных нету. Одни говорят, на самом деле ситуация очень сложная, очень тревожная, не на спад идет, а на самом деле идет еще, пика не достигли заболевших. Вот от вас хочу услышать. Это очень приятно, большое спасибо вам за приглашение, еще раз рада знакомству. Я живу в Европе с конца 2011 года, то есть уже довольно давно. Я приехала сначала в Испанию, я поехала учиться по гранту в Москве. Я закончила Московский государственный университет, второе высшее образование. Здесь это экономика и управление предприятием общего профиля. И после этого я проработала в разных структурах, начиная от авиационной промышленности, заканчивая консалтингом в сфере travel and expense. Но это все, что связано с командировками. Здорово, здорово. И 2 года назад, благодаря социальным сетям, я решила уйти и работать на себя. И сегодня я занимаюсь тем, что веду блог Настя from Paris. Я веду его как в Instagram, так и на YouTube. Есть также одноименный телеграм-канал. Блог посвящен истории, путешествиям, потому что по первому образованию я историк, и я читаю лекции. Также я делаю туры, уникальные туры по Франции, по Парижу. И параллельно еще я вернулась в аспирантуру. Вот здорово. Сейчас живете вы в Париже, да? Да. Да, да. Первый вопрос всех нас волнует, конечно, коронавирус. Какая ситуация во Франции, в Париже, как справляется, идет ли на спад, или наоборот, еще пика не достигли, в 2 словах? В 2 словах ситуация такая. Я могу сказать, что первый, вы задали очень хороший, интересный вопрос. Это, на мой взгляд, отношение медиа к проблеме. Сегодняшний упрек, который я могу поставить современным медиа, СМИ, в том числе во Франции, в том, что они не дают комментариев. И когда неподготовленный человек начинает читать статьи, у него создается впечатление апокалипсиса. Ну вот, например, когда вам будут говорить там условно 3000 погибших, или там 2000 погибших, или когда говорят 20 тысяч заболевших, 30 тысяч заболевших. При этом медиа забывают рассказать нам о общей, например, статистике смертности во Франции, что каждый год во Франции вообще умирает около 600 тысяч человек, и то, сколько умирает, например, вообще от острых респираторных заболеваний и гриппа. И когда человеку комментируют эти цифры, он немножко как-то успокаивается, потому что он уже может это соотнести, то есть у него нет ощущения надвигающейся угрозы. То, что происходит сегодня во Франции, вот эта политика, когда все полностью сидят по домам с минимальными выходами, сегодня во Франции мы имеем право выйти только на 1 час из дома с такой вот приличной объяснительной, где мы рассказываем, зачем вы вышли. Вы имеете право выйти сегодня за продуктами, также вы имеете право выйти в аптеку, погулять в пределах 1 километра от дома. Ну или также, если у вас есть какие-то срочные дела, вы спешите к родственникам. Вот это тоже включается в список, почему вы можете выйти. И сегодня Франция приняла решение не считать и не вести точную статистику заболевших.
Это один из пунктов, которым ее упрекают эпидемиологи и люди, которые профессионально занимаются эпидемией. В частности, есть такой профессор Дидье Раульт, или Рауль, по-разному произносит его фамилию. Это один из ведущих специалистов Франции, который предложил вот эту знаменитую терапию с гидрохлорокином. Если вы о ней немножко слышали, это лекарство, которое используют против малярии. Вкратце, они действуют, насколько он объяснял, то есть я сейчас его слов буду говорить, что там похожий принцип действия, и вот это лекарство помогает снизить количество вирусов в организме и помогает организму быстрее побороть этот вирус и не прибегать к этим тяжелым средствам. Это в домашних условиях каждый может, это, да, такая рекомендация для народа, да? Нет, это не рекомендация, это средство, которое вот это гидрохлорокин, о котором говорили, и в частности вот этот профессор, он говорит о том, что то, что сейчас делает Франция, не тестируя, не зная реальную картину эпидемии, и все сидят по домам, и нужно понимать, что экономика встала, то есть ни одно малое предприятие, либо предприятие среднего бизнеса, ни малого бизнеса не работают. И вот эту политику он, например, порицает, потому что таким образом, если все просто сидят по домам без диагноза, может быть, кто-то болеет, может быть, никто не болеет, и берут сегодня госпиталя только тяжелые случаи. Поэтому у нас есть картина только по тяжелым случаям. Поэтому вот я вам могу сказать, что да, медиа картину раздувают. Какая она реальная картина, сегодня Франция не знает, потому что она не ведет учет. Ну это очень плохо же, когда нету реальных достоверных информаций, слухи, людей пользуются слухами, наполняются всякими небылицами. Одни говорят вообще плохо, другие говорят, да ерунда, можно ходить там, ничего не бояться, это политика, там какие-то потусторонние силы, какие-то там мировое правительство, хотят всех держать под колпаком, там, это на самом деле америкосы это все придумали, искусственно разработали этот вирус, хотят там оставить золотой миллиард, остальное человечество погубить, или другие говорят, Китай это разработал инфекцию, чтобы поднять свою экономику или там избавиться от части народа, ну, всякие слухи идут. Насколько мое логическое, рациональное мышление мне подсказывает, на самом деле это противочеловечно, что кто-то придумал, в лабораториях это выпустил, потому что вирус же не разбирается, ты премьер-министр, ты король, там, ты богатый, бедный, он не разбирает, правильно же, поэтому никто себе не враг. Это на самом деле, я думаю, Ухане, если у меня знакомые врачи из Китая, они говорят, на самом деле произошло оттуда, от летучих мышей, как было в свое время сибирская язва и все остальное. Ну ладно, во Франции, если такое положение, тогда немножко, поскольку вы экономист, давайте поговорим на экономическую тему. Вы знаете Россию хорошо, поскольку вы там родились и жили. В принципе, экономика России и Казахстана где-то очень схожи. Я много раз бывал в России. Прошлый год я в 2 месяца проучился, там 1 100 000 это курс для бизнесменов. Я видел, что Россия на шаг, на 2 идет впереди Казахстана. Все-таки промышленность, заводы, фабрика работает, много чего для себя выпускает, экономика работает. А Казахстан, к сожалению, пока экономика сырьевая. И мы сейчас размышляем, да, мы протрезвели. Мы жили за счет нефти, очень себя хорошо чувствовали, комфортно. Теперь протрезвели, когда нефть упал. Теперь мы боимся, куда что двигаться. И мы сегодня из разговора, я понял, что экономика тоже сейчас Европы испытывает очень большие трудности. Из-за того, что было очень много социальных проблем, люди привыкли жить на широкую ногу, а когда сейчас экспорт встал, производство остановилось, и тревога тоже у европейцев, да? Какие минусы есть Европы сейчас в развитии, чтобы нам не повторить, взять уроки какие-то? Я думаю, что те вещи, которые не стоит повторять, это прежде всего необходим суверенитет экономики. Проблема, в которой сегодня переживает Европа, во-первых, первое, что я хочу сказать, сегодняшняя ситуация показала то, что как такового Европейского Союза
его не существует. Потому что вот в такой сложной и кризисной ситуации европейские страны замкнулись сами в себе. То есть, когда европейские страны хотят, они очень быстро закрывают границы. Каждая страна в итоге стала проводить свою политику по отношению к вирусу. То, что, например, делает Германия, отличается от того, что делает Италия, и то, что делает там Франция, отличается опять же от того, что там делает Великобритания. Ну, хотя Великобритания уже, да, она собирается выходить, но это очень здорово показало, что даже в такой сложной ситуации один из итальянских депутатов, например, критиковала поведение Европы, потому что сейчас к Италии могут предъявить очень сложные долговые обязательства, при том, что Италия оказалась на вот этой первой линии фронта, и в момент, когда ей бы, по идее, остальные страны должны были помочь, вместо этого каждая страна ведет самостоятельную политику. Но это вот такая критика по отношению к Европе. Что касается экономики, то сегодня стало очевидным того, что Европа, она очень далеко зашла в глобализацию экономики, и если говорить сегодня вот о тех странах, которые развиваются, важно иметь собственную развитую экономику, где все секторы там, более или менее друг с другом вот на равных. Срок какой-то, конечно, будет больше, но иметь сбалансированную модель, потому что сегодня, например, Европа и Франция, в частности, была не в состоянии произвести маски на всю страну. До кризиса во Франции было только 3 предприятия, которые делали вот эти маски на 65 миллионов людей. Все остальные производства подобного рода находились в Китае либо в Юго-Восточной Азии. Машины. Тоже, что касается машин, машинного производства, очень многие детали, составляющие тоже перенесли либо в Китай, либо в Юго-Восточную Азию. Там производить дешевле, но это производство неравное, потому что если вы посмотрите на те страховые выплаты, взносы, которые составляют большую часть там, стоимости единицы рабочей силы, то они несравнимы, и в Европе они гораздо выше, хотя бы только потому, что трудовое законодательство защищает сотрудника. Я вам приведу пример. Рабочая неделя во Франции 35 часов. Сколько рабочая неделя в Китае? Да? То есть мы не можем сравнивать, это разные вещи. То есть слишком социальные вот эти вот блага, да, вот эти вот соцпакеты, вот такой иждивенческий настрой породил у населения, да? Я не могу сказать конкретно, что вот эти там те же 35 часов, что это породило иждивенческий настрой, но в целом есть такие настроения. Французы не настроены на то, как сегодня, например, настроены там в Казахстане или в России люди работать. То есть для них работа не стоит на первом месте. Есть карьеристы, они всегда были и будут, но условно для общества главное это там работать на 35 часов, иметь какую-то среднюю зарплату, выходить там в рестораны, в кафе, проводить время с друзьями, но жить не напрягаясь. И вот это присутствие, да, такое очень чрезмерно даже сильное государство, оно действительно породило некую, ну, некую инфантильность, я бы сказала, да, инфантильность, да, в обществе. Много было, вот мы сегодня разговаривали, кафе, рестораны, развлекательные вот эти клубы, спорт, которые на самом деле реальную экономику не развивает. Вот сегодня вот этот вот кризис, сегодня вот этот вот карантин, наверное, реально покажет, кто есть кто может, вот, когда страны закроются, глобализация вот, как прекращается, кто может выжить? Сейчас да. В одиночестве выжить французам очень, наверное, будет сложно в таких условиях. Я думаю, что будет сложно вырасти, но то, что касается вот там ресторанов или кафе, я тоже тут поставлю важную звездочку, потому что рестораны и кафе – это часть культуры, и на самом деле это те люди, которые позволяют жить фермерам, потому что рестораны, кафе – это главные люди, которые закупают продукцию у фермеров, французских фермеров.
И Франция аграрная страна. Один из первых моментов, у меня есть туры по Франции, да, по провинциальной Франции, по глубинке, такие исторические туры, культурные туры для людей, которые хотят подумать, увидеть, да, вот страну своими глазами и составить картину. И в моей последней группе в ноябре было много людей, ну, в основном это бизнесмены, те, кто ко мне приезжает, бизнесмены или люди на таких достаточно уже высоких должностях. И первая вещь, которую они мне заметили: боже, я не знала, что Франция такая аграрная страна. Здесь действительно очень мощный аграрный сектор, который Франция поддерживает. То есть если говорить о продовольственной независимости, то во Франции она есть. Молоко, хлеб, мясо, да. Ну, овощи, да. Фрукты, все свое, да? Да, но проблема в том, что Европейский Союз постоянно Франции предъявляет иски из-за того, что она поддерживает фермеров. То есть они считают, что это несправедливая политика. Почему? Потому что гораздо дешевле закупить там птицу в Штатах или где-нибудь там привезти мясо из Бразилии. Но таким образом Франция не поддерживает собственных фермеров, которые ей же платят налоги. Сейчас поддерживает, субсидирует сельскохозяйство, да? Да, во Франции их довольно много, и поэтому я и говорю, что те же кафе и рестораны, они очень много закупали продукцию у фермеров, и во Франции есть культура еды, она даже занесена в наследие ЮНЕСКо. Это реальный сектор, мы все едим, Франция — это страна гурманов, поэтому то, вот как сегодня пострадали в первую очередь кафе и рестораны, а позже это перекликнется и аукнется фермеров, это на самом деле большая проблема, потому что многие фермеры уже жили на очень маленькие зарплаты, ну, доходы, там в районе 600 сотен евро. Просто чтобы вы понимали, минимальная зарплата во Франции в месяц — это около 1200 евро. Но сопоставимо, естественно, со стоимостью жизни. Да, то есть условно снять квартиру в Париже, однокомнатную, вам будет стоить 700-800 евро. Это дорого. То есть 1200 — это немного для Франции. Вот, поэтому скорее вот эта зависимость экономики, она больше выражается в машинном секторе, в авиастроении, в текстильной индустрии. Текстильная индустрия вообще была очень сильная во Франции, на севере. И она полностью сегодня разрушена вот этой глобализацией. А эти фермерские хозяйства, на самом деле, они не мелкие, они же крупные. Какой процент населения Франции работает в сельском хозяйстве? Примерно. Хороший вопрос. Знаете, я так вам навскидку не могу сказать, но практически каждый француз имеет в своей семье хотя бы одного родственника близкого, который работает в сельском хозяйстве. Только, например, вот в нашей семье бабушка и дедушка моего мужа были фермерами, они делали молоко, вернее, не делали, у них были молочные коровы, и молоко дальше закупалось там Данон или другими компаниями. И, кстати, к ним тоже большой вопрос, к вот этим большим гигантам агроиндустрии, потому что они закупают у фермеров молоко по очень низким ценам. И они все время стремятся цены снизить, и фермеры говорят, молоко не может так стоить. Чтобы нам вырастить корову, нам там условно нужно несколько лет. И я знаю фермеров, потому что у нас есть знакомые и друзья. Вот, поэтому в каждой французской семье хотя бы один из... Сколько коров держат, допустим, ваши родственники? Сколько у них коров? Примерно молоко сколько стоит? Поголовье, если сравнивать с теми же Соединенными Штатами, во Франции это где-то около там 20 коров, около 10-20 коров. Это и то, там 20 это уже личное хозяйство, но вот в этом районе. Если вы сравните с американцами, то там сотнями идут. Тысячами, то есть в основном французские фермеры это мелкое и среднее хозяйство. Интересно. Я знаю, что много безработных, которых живут на пособия, да? Да. Это тоже такая проблема Франции. С одной стороны, она стремилась дать людям социальную защищенность, но при этом огромное число людей поняло вот эту систему, то, как она работает, и пользуются ею. Есть люди, которые работают там 3-4 месяца, 3-4 месяца сидят на пособии, опять 3-4 месяца работают, потом опять сидят на пособии и так далее.
При том, что, в принципе, ну, пособие – это хорошая вещь. Там, условно, когда, например, я уходила из офиса, я была очень рада, что государство помогло мне запустить мою компанию, там, дало мне льготы, дало мне, что называется, там, поддержку как создателю бизнеса. То есть в этом есть позитивные стороны. Там, в других, ну, возможно, в Казахстане и в России это компенсируется тем, что сама экономика просто быстрее движется и быстрее спрос появляется. Настя, я думаю, есть обратная сторона медали. Вот мы восхищаемся, в Европе там все условия, социальные блага, там пособия, все делается. И на самом деле это играет немножко злую, это как люди. Да. Вот, допустим, в Европе, то есть в Южной Корее, в Японии экономика работает, бюджет наполняется, средний уровень жизни хороший, но там вот таких расслабленных, праздно шатающихся, живущих на пособие людей абсолютно нету, да? Поэтому вот эта модель развития Европы, как бы ваши экономисты крупные, наверное, тоже обсуждают, что это не совсем правильно, это не приведет к хорошему, ни к ничему хорошему. Обсуждается, но я думаю, что нет еще вот этого термина, который называют принятие. Во Франции говорят про prise de conscience, это когда человек осознание, вот, я сказала слово, нет еще, наверное, этого осознания. Оно есть в определенной части населения, но в основном это те люди, которые работают как раз. А вот те, кто этого не делают, они, ну это, как правило, портрет вот таких людей, это те, кто не стал получать там высшее образование или среднее специальное. В основном это также люди, которые просто хотят жить там тихой, спокойной жизнью, чтобы их никто не трогал. И действительно их очень много, это привело к такой расхлябанности в французском обществе. И, кстати, по поводу тоже коронавируса, интересный момент. Вы знаете, что Южная Корея не вводила вот этого всеобщего карантина, при том, что в Южной Корее выше плотность населения, чем во Франции. Сеул сравним с плотностью населения Парижа, и в Южной Корее там разница между Францией и Южной Кореей в населении там около 10 миллионов, там в Корее 50 с чем-то, во Франции 65. Это примерно один и тот же порядок, да, цифр. И в Южной Корее огромную роль сыграла дисциплинированность населения. Всем сказали носите маски, все стали носить маски. Всем сказали мойте руки, все моют руки. Всем сказали не собирайтесь там больше 5, они не собираются. А во Франции это не работает, и поэтому приходится применять вот такие драконовские меры, но вот сами люди в этом тоже виноваты. В их модели поведения. Ага. Я вот очень тесно работал с итальянцами, у меня была самая большая мебельная фабрика. Когда я приезжал, там старшее поколение говорили, вот мы думаем, через 30-40 лет, кто будет работать на этих фабриках, кто будет ими руководить. Вот мои друзья были там владельцы фабрик, они не покладая рук работают. Я видел эти станки старые, там фотографии, потому что они кушали черный хлеб. То есть их отцы, деды строили эти заводы, фабрики руками. Эти люди, хотя разбогатели, говорят, мы не забываем, что мой отец кушал черный хлеб, я тоже, хотя сейчас кушаю белый хлеб. А говорит, вот наши дети, говорят, они родились, кушали белый хлеб, сейчас никто, говорит, не хочет работать, никто не хочет учиться. Вечерами собираются, там танцы, и, говорит, мы боимся, через 30-40 лет что будет. Я им говорю, а вы почему их не воспитываете, почему эти дедушки не воспитывают? У нас, говорит, есть же их бабушки, которые их лелеют, заботятся, им машины покупают, квартиры покупают. На самом деле это злую услугу, да, как развращаем таким образом молодежь. Конечно. Ага. Есть очень хорошая фраза, я знаю, что вы любите историю, связанную с Наполеоном, и Наполеон говорил, что тот народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Да. Вот сегодня немножко тоже так и получается, что народ расхотел работать, а теперь будет кормить, ну вот собственно свои же проблемы, да, вот с экономикой и все то, что и вот это огромный налоговый гнет, потому что все те пособия, которые платятся, они же платятся с кого? С тех, кто отчисляет, там с малого
бизнеса, среднего бизнеса и среднего класса, тех, на которых самая большая налоговая нагрузка. Так что сложно тут, конечно, сказать. Все вот русские, которые приезжают и там остаются во Франции, у нас другой менталитет. Там, мы помним, что и мы ели черный хлеб, то есть мы помним, как это все было, мы пережили 90-е, и мы хотим работать, зарабатывать, нам интересно долго там оставаться на работе, и французов это удивляет, они не понимают, откуда вот это вот желание, зачем вот так на работе упахиваться. Ну, наверное, как обычно, правда где-то посередине, где-то между французским подходом, но да, вы абсолютно правы, что не нужно забывать о том, что не хочешь кормить чужую армию, работай. Вот наши лидеры 100 лет назад были алашардинцы, самые просвещенные люди, они говорили, брали пример из Японии. Вот как Япония поднялась с колен, они же тоже были очень аграрная страна, очень бедная страна, как за короткое время построили такое мощное государство, и какие они трудолюбивые, какие они обязательные, какие они порядочные, какие они терпеливые. Вот они восхищались им и хотели брать пример. Я тоже сейчас своим читателям в соцсетях всегда говорю, вот надо брать примеры у корейцев и японцев. Они, у них тоже, по-моему, сейчас, вот я завтра есть у меня знакомые в Южной Корее, хочу с ними связаться, тоже сделать прямой эфир. Будет очень интересно. Ага, надо, у них там такой паники, я думаю, нету, и они могут легко справиться с этим, и коронавирусом, и с кризисом. Как вы, как экономист, тоже как думаете? А? У вас тоже, наверное, есть? Абсолютно, я думаю, что... Знакомые Японии и Кореи, наверное, есть? Вы с ними переговариваете? Какая ситуация у них сейчас? Да, знаете, у меня есть несколько читательниц в моем блоге, которые живут и работают в Корее, и вот я недавно говорила с одной из них, она мне прислала видео корейского врача, который рассказывал про то, как у них устроена, например, система здравоохранения, и также я тоже слушала видео французского экономиста, он был главой очень большого государственного агентства по развитию французского бизнеса за рубежом. И оба, значит, в один голос сказали, что это инвестиции, которые делала Корея в собственную экономику и в здравоохранение. То есть Франция и Европа, например, на протяжении долгих лет они сокращали расходы в здравоохранении. И вот чем это обернулось. Первое, что я могу сказать на собственном опыте, вы как производственник знаете, что такое логистика и что такое грамотная логистика и как она может разгрузить предприятие. Вот логистика во французских госпиталях очень плохая. Там очень плохая система управления, то есть они неэффективно многие управляются, и я не удивлюсь, если выяснится, что в частности вот эти большое количество там смертей, оно было связано с тем, что вот это распределение больных шло не очень грамотно, то есть можно было лучше сделать. В Корее система здравоохранения многоуровневая, как я поняла, это то, что делал... Ну, я думаю, наши министры, наши чиновники тоже изучают опыты развитых стран и берут что-то полезное, а если что-то плохое, то на этом тоже надо учиться. В свое время погубил же Рим вот это вот хлеба и зрелищ, вы историю же хорошо знаете, да? То есть вот последние 30 лет в Казахстане, и да и в России было вот это вот хлеба и зрелищ, народу дай хлеб, чтобы он не бунтовал, и дай шоу, артистов, спорт, большой спорт, бокс, там, бой без правил. Если бы не коронавирус, если не вот это вот, не упад, не экономический кризис, что вот нефть упала, да, она бы все равно уже привело бы к какому-то коллапсу, к кризису какому-то. Как думаешь, Настя? Конечно. Ты же историю хорошо знаешь. Да, я согласна. Я тоже думаю, что хлеба и зрелище — это такая морковка, которую кидают населению, чтобы она не занималась реальными проблемами. И в перспективе это ведет к появлению вот таких масс, которые в состоянии кризиса ничего не знают, что делать, у них нет собственной головы, они не анализируют.
Да, я согласна, что обязательно нужно инвестировать поэтому в образование, в здравоохранение, в развитие науки, в развитие реальных секторов экономики, потому что, на мой взгляд, это то, что создаст большую базу и создаст эффективную систему. И я согласна, во Франции, например, вот очень долго снижали затраты на здравоохранение, и вот в перспективе к чему это приводит. Все хорошо, Настя, огромное спасибо. Огромное спасибо, что вы нашли время, чтобы с нами побеседовать и поделиться своими взглядами и опытом. Я хочу завершить на хорошей ноте. Это, я думаю, вот этот вот кризис и коронавирус, как ушат холодной воды, чтобы мы протрезвели, чтобы мы перестали жить вот так беспечно, на широкую ногу. Мы думали о будущем поколении, сохранить для них ресурсы земли, начали заниматься на самом деле реальным сектором экономики, сельским хозяйством, производством, здравоохранением. То есть вот это, наверное, нам природа и Бог послал, чтобы мы опомнились. Как вы думаете? Я думаю, да. Я согласна. Я надеюсь, что сейчас действительно вот во Франции хотя бы опомнится и поймут, что уход государства и социального сектора это, ну, я имею в виду здорового присутствия, да, присутствие управленца, не того, кто раздает деньги, а именно управленца. В перспективе это оборачивается вот такими кризисными ситуациями, и каждой стране нужно выстраивать свою максимально независимую и плотно, да, стоящую на ногах экономику, уверенно стоящую на ногах экономику. Здорово. Настя, если не были в Казахстане, обязательно посетите у нас, вы знаете, Казахстан. С удовольствием. Очень гостеприимная, очень интересная страна. Вот туризм, дай бог, этот карантин все закончится. Я бывал много раз во Франции, ездил, прям на машине, один раз брал машину по 10 дней. Обязательно хочу приехать, посетить эти виноградники, сельское хозяйство, потом, когда закончится, если моя команда, мы приедем. А вы, если в Казахстан приедете, вот если у нас Чембулак знаменитый, есть очень много интересных мест. Рад знакомству. Я буду следить. Спасибо вам большое. Я тоже очень рада знакомству. Вот, пользуясь тоже случаем, хочу сказать, что если вам интересно, на моем сайте есть ссылка на YouTube-канале, там есть лекции, беседы на тему истории. В частности, есть супер потрясающая открытая лекция про историю эпидемии. Можете и посмотреть, что всегда интересно для понимания мира. Поэтому с огромным удовольствием. И, кстати, вы знаете, что среди французов очень популярны поездки в Казахстан? Да? Ага, здорово. Вот я бизнес-тренер, у меня в каждом потоке обучается около 1500 человек. Из них часть хотят заниматься туризмом. Я дам ваши контакты в Инстаграма и сайтов. Они выйдут, с вами установят связь. Мы рады будем принимать гостей и показывать наши степи, нашу историю. Очень было приятно познакомиться с таким грамотным, разносторонним человеком. Огромное спасибо, мы узнали из первых уст. На самом деле, вот я до вас с нашим этим казах, который живет в Дании, мы с ним поговорили. На самом деле в Дании ситуация немножко другая. У них есть реальная статистика, они знают, сколько людей болеют. Еще, он говорит, пик они достигли, говорят, пик достигнет к середине апреля и до конца мая будет расти по прогнозам специалистов, врачей, и может стабилизироваться ситуация только в мае, вот, по его вот, оценкам, по оценкам специалистов Дании. Во Франции, поскольку пока не говорят, кто сколько болеет, Ну да, я говорю, поскольку ведутся только учет тяжелых случаев, тех, которые попадают в госпиталя, поэтому она некорректная, поэтому мы еще не знаем, когда будет пик. Ну, в перспективе, да, говорят, что пик будет вот именно, что пик сейчас во Франции, но сложно судить, надо будет следить плотно за развитием ситуации. Ну, поскольку государство принимает такие очень жесткие, даже жесточайшие меры, это
Неспроста, потому что боятся, что ситуация будет неконтролируемой, когда очень много людей будет заражаться, потом очень трудно будет справиться с этой эпидемией. Никто же не хочет разрушить экономику. Это же не так просто остановить предприятие. Это на самом деле коллапс. Поэтому, Конечно. Я думаю, правительство, люди сидят, которые не совсем идиоты, чтобы взять все, остановить. Они ситуация очень серьезная, поэтому сужу, это крупнейший руководитель государства, когда принимает такие меры, значит ситуация серьезная. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну да, вот я это тогда всегда говорю, лучше перебдеть, чем недобдеть, как да. Береженного Бог бережет. Дай Бог вам здоровья. Точно. Я думаю, в реалии мы вам встретимся. Тоже. Всего доброго. Спасибо. Спасибо огромное. Счастливо. Міне шынымен менің өзімдің жүрегімде де күпті болып жүрген әртүрлі ақпараттар келіп жатады. Біреулер айтады, қорықпа, ештеңе жоқ, бұл деген бір саясаткерлердің ұйымдастырып отырған нәрсесі деп, ал енді басқа бір адамдар керісінше өте жағдайды қара түнек жаудырып, бітті, құрдық деген хабарлар келіп жатады. Сондықтан өсек аяң болмау үшін сол Европада тұрған адамдармен қазір тікелей сөйлестік. Енді тек қана коронавирус жайлы ғана емес, жалпы экономика жайлы. Бұл жерден алған сабағымыз, мен Настямен алған сабағым, ол ішінде отырғаннан кейін шынымен мен өзім айтып отыр, жақында ғана мен жаңа жылда осы Италия, Португалия, Испанияны түгел аралап шықтым. Сол кезде өте жайбарақат, қыдырып, беймарал жүрген халықты көрдім. Ал енді дәл осындай жағдай келген кезде оларда төбесінен бір шелек мұздай су құя салған сияқты болып, қазір жүректерінде қорқыныш. Өйткені Европадағы заводтардың бәрін Қытайға, Малайзияға, Индияға, мына Азияға көшіріп тастаған. Өйткені бұлар жақта жұмыс күші арзан. Енді олар мына экспорттан, импорттан өте қатты соған тәуелді болып отыр ғой. Сондықтан енді ары қарай экономиканы қалай ұстаймыз? Өйткені Европаның халқы кең өмір сүргенге, мына әлеуметтік жалақының үлкені, соцпакеттің үлкені жалақысының 40%-дан дейін тұрады дейді. Спорт залға бару, емделу бәрі үкіметтің мойнына іліп тастаған. Соның кейін жұмыссыздарға пособие беру, осы арқылы адамдарды мүлде масылдық бір неменеге әкеп тастаған. Сондықтан бүгін Настямен көп әңгімелескенде айтады, бұл теріс жағы. Біз енді кейде жақсы жағын көреміз, ой, Европа кереметте, бірақ адамдар жалқау болып, арам масыл болып кеткеннен кейін, ол халықтың экономикасы ұзақ шыдап тұру мүмкін емес. Енді Данияда кішкене жағдай басқадай дейді, және халқы еңбекқор, олар экономикасы мықты, бағана айтып отырғанда 150 миллиард долларға дейін халық аман алып қалуға мекемелерге жұмыс істемеңдер, біз ақшаны төлеп отырамыз, тамағыңды беріп отырамыз дегенге дайын отыр дейді. Былайша айтқанда тас түйін дайын отыр. Енді менің ойым, кезіндегі алаш ардақтылары бостан босқа Жапонияны қатты үлгі қылған жоқ, бірақ Европаны ғылымын, мәдениетін деді. Мәдениет деген бір-біріне құрметпен қарау, үлкенге құрметпен қарау, соны үйрену керек. Ғылымы, мына техника, технологияны игеру керек. Енді қазіргі заманда Жапония мен Кореяда да ғылым білім дамыды ғой, сондықтан біздің үлгі алатынымыз сол Жапония мен Кореяда ойлаймын. Өйткені оларда дәл осы кезде тәртіпке бағынатын ел екенін көрсете білді. Сондықтан оларда үлкен дүрбелеңге түсіп жатқан жоқ. Және бұны тез ауыздықтай алады. Және де экономикасында да үлкен орасан нұқсан келмейді. Керісінше мүмкін Жапония мен Корея ұтуы мүмкін. Осы дәл осы жағдайдан. Европа әдетте бұл енді бір екі ыдыс сияқты ғой. Мынадан қосылған ыдыс сияқты. Мынадан азайса, мынаған көбейеді. Сондықтан ары қарай мына Азия барыстары ары қарай дамиды. Енді менің де ойым, сол енді ертең оңтүстік Кореядағы таныстарды тауып, солармен байланысқа шығуға тырысам, Қытаймен байланысқа шығуға тырысам, сіздерге енді ақпарат беру. Әр күн таңғы сағат 8-де мен таңғы сабақтар өткізем. Өткізіп алмаңыздар, Инстаграмда жоқ болсаңыздар, таныстарыңызды шақырып жүріңіздер. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқты бар ертегін термек үшін деп Абай атамыз айтқандай, мен жоқты бар ертегін термей, сіздерге пайдалы, нақты ақпарат беруге тырысамын. Дүрбелеңге салынбайық, бірақ өте жайбарақатта жүрмейік.
қазіргі әрбір уақытымызды білім алуға, заманауи білім алуға, интернет технологияны меңгеруге жұмсайық. Аман сау болыңыздар.